На перелеты из районов Арктики и Крайнего Севера выделят субсидии из госбюджета. Грузоподъемность ледовых переправ снижают в Якутии. На каких именно реках и до скольки тонн? Сегодня в Якутии отмечают День охотника. Глава республики Айсен Николаев поздравил жителей с праздником. В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Минобороны Российской Федерации впервые показала военную базу в Булунском улусе Якутии. Северный Клевер – первый в России военный городок замкнутого цикла, построенный в Арктике. С высоты комплекс напоминает трилистник клевера. База находится на острове Котельный в архипелаге Новосибирские острова. Она построена в 2016 году и рассчитана на одновременное проживание более 250 человек. Она имеет замкнутый цикл жизнеобеспечения, что позволяет личному составу не выходить во внешнюю среду без особой необходимости. Все системы связаны между собой закрытыми переходами, что позволяет максимально обезопасить военнослужащих от воздействия неблагоприятных погодных условий. На базе размещается 99-я тактическая группа Вооруженных сил России. Правительство России к февралю 2020 года включит авиаперелеты из районов арктической зоны и Крайнего Севера и в обратном направлении в список субсидируемых маршрутов. Об этом говорится в плане реализации стратегии пространственного развития до 2025 года. Ответственными за его исполнение назначены Минтранс, Минфин, Минвостокразвития и Минэкономразвития. Ранее премьер-министр страны Дмитрий Медведев заявил, что российские власти направят 15 миллиардов рублей на систему субсидирования авиаперелетов в ряд регионов страны в 2019 году. К территориям арктической зоны, в частности, относятся Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Воркута, ряд районов Якутии, Красноярского края и Архангельской области. Глава республики Айсен Николаев поздравляет жителей с Днем охотника, который отмечается сегодня в регионе. Уважаемые якутяне, ежегодно в первую субботу апреля вся республика отмечает День охотника. Он был учрежден в 2012 году. В былые времена для коренного населения Якутии охота и рыбалка были главным источником выживания. По данным статистики, сегодня в нашей республике насчитывается свыше 100 тысяч любителей охоты. Однако есть и те, для кого это не просто развлечение или активный отдых, а образ жизни. Охотники являются настоящими хранителями и проводниками национальных традиций. А в век глобализации это особенно важно. Потому День охотника не просто праздник добытчиков и промысловиков, а истинный праздник культуры и духовности, говорится в сообщении. Грузоподъемность понижена на 10 ледовых переправах Якутии. На дороге Колыма ограничение введено на переправе через реку Лену между Якутском и Нижним Бестяхом до 30 тонн. Аналогичная введена на ледовых переправах автодороги Вилюй. Всего на территории республики эксплуатируется 51 ледовая переправа. Дальнейшее понижение грузоподъемности будет исходить из фактического состояния льда и погодных условий. Автомобилистам следует соблюдать осторожность и все меры безопасности при пересечении автозимников. В затоне Ленского речного порта завершаются работы по подготовке средств к предстоящей навигации. Работы выполнены на 80%. К вскрытию реки готовят и саму территорию. На дамбе, которая защищает суда во время ледохода, ведутся укрепительные работы. Все подробности в сюжете далее. Запас гравийно-песчаной смеси уже опустел наполовину. В среднем на отсыпку дамбы в затоне Ленского речного порта уходит 3000 кубометров ПГС. Это ежегодные работы. Дамба под действием воды, льда и других природных явлений разрушается. Ее восстановление – обязательное требование безопасности. Были проведены геодезические замеры. Определены, значит, места, необходимые для отсыпки. Значит, с 1 апреля, значит, производятся работы по отсыпке ледозащитной дамбы до проектных отметок для безопасного прохождения паводка и отстоя флота.
Проектная отметка для речной дамбы 166 метров, внутренняя на 3 метра ниже. Ширина по гребню должна быть не меньше 6 метров, а разворотная площадка в конце дамбы не менее 14. За последний год она значительно уменьшилась. Сейчас ее восстанавливают с помощью тяжелой техники. В самом Затоне продолжаются ремонты. Внушительный объем запланировали по теплоходу «Арбатский». Там предстояло заменить часть обшивки корпуса. С декабря в Затоне велась выморозка судов. В марте, когда все участки для ремонта освободили ото льда, к работе приступили сварщики. Сейчас, когда на лед уже выходит вода, темпы ускоряют еще больше, но основная часть работ уже закончена. Можно сказать, что этап уже завершающий, процентов 70 на 70, где-то частично на 80% работы по подготовке флота проведены. Обшивка корпуса Арбатского, сварочные работы закончили. Сейчас идет подготовка механизмов, в основном двигатели, вспомогательные системы. Работы в Затоне продолжатся до самого ледохода. Перед вскрытием реки в порту объявят вооружение. На лед загонят топливозаправщик, суда забункируют, зальют в системы масла и топлива. На этом работы в акватории Затона прекратят. Сразу по освобождению русла реки ото льда плавсредства и их экипажи приступят к привычным работам. Теплоход «Арбатский» задействует на подготовке порта к эксплуатации и на Ленской нефтебазе при установке перекачивающих насосов. С подходом судов он отправится на привычные рейдо-маневровые работы. Плавкран займет свое место у причальной стенки и будет ждать груз новой навигации. Олеся Васева, Сергей Счастный, телеканал «Алмазный край». К другим темам. В городе Нерюнгри жильцы многоквартирного дома по улице Дружбы народов 5/1 обнаружили, что течет крыша, заливает квартиры. Выяснилось, что виноваты вандалы. Однако, по словам жителей, такое не раз бывало из-за дождей и ливней. В проблеме разбиралась Екатерина Павлова. Вчера приехали домой, получается, зашли, увидели ситуацию, то есть тут все бежало, на полу была вода. Проблему собственники обнаружили 3 апреля и сразу же оставили заявку в управляющую компанию «Жилремсервис», которая обслуживает дом с 2011 года. Оставшись без света на следующий день, жильцы узнали, что проблему решили, просто подставив ведра на чердаке. То есть они пришли, посмотрели, поставили ведра и ушли, закрыли этот чердак. И на следующий день, 4 числа, никто не приходил уже, дальнейшего, видимо, ничего дальше не сделал. Потому что я думаю, если бы они пришли, как адекватные люди, они бы увидели то, что куча воды на полу. И все. И вплоть до того, что это дошло, что вода была на 1-м этаже, то есть по щитку все текло. Управляющая компания «Жилремсервис» пояснила, что причиной засора ливневой канализации 8-го подъезда стала пластиковая бутылка, оказавшаяся в середине трубы. Другими словами, это акт вандализма. И поступил совет о воспитании в жителях культуры поведения. Но, по словам собственников, ситуация с потеками случается в подъезде не в первый раз. Такие же моменты бывали и летом, вследствие сильных дождей. У нас по подъезду нет ни у кого задолженности. И мы хотим получать за оплату своевременную, мы хотим услуги нормальные получать. Качественные услуги, да, действительно. Недавно жильцы собрали инициативную группу для обсуждения и решения проблем своего подъезда. Чтобы двигаться дальше, переизбрать членов правления ТСЖ, выбрать нового председателя и взаимодействовать с компанией на, так скажем, языке закона. То есть будем требовать с них документы и обращаться в дальнейшие инстанции, потому что это бесполезно. Жильцы бьются, пишут жалобы, то есть реакции вообще абсолютно никакой на это не поступает. Управляющие компании призваны эффективно распоряжаться средствами, выделяемыми на эксплуатацию и обслуживание дома, заниматься его ремонтом и благоустройством. На практике же сотрудничество с управляющей компанией зачастую выливается в противостояние между жильцами и руководством. Эти отношения порой кажутся слишком запутанными. Ответственность и заинтересованность в эффективном решении вопроса должна быть у обеих сторон. Только в этом случае возможны реальные улучшения состояния дома и прилегающих территорий. Екатерина Павлова, Сергей Козюров, Вадим Барашков, Нерюнгри.
У тюрков всего мира есть еще один мощный стимул объединиться. В этом уверен востоковед Бронислав Виногродский. С ученым во время своей рабочей поездки в Москву встретился глава Якутии Айсен Николаев. Главной темой обсуждения стала книга «Ирк-Битик». На этот памятник древнетюркской литературы, которому больше 2000 лет, лингвисты и историки недавно взглянули под новым углом и пришли к выводу, что он имеет колоссальное значение для всех тюркоязычных народов. Доказывает их тесное родство, даже если жители нынешних стран и не похожи друг на друга. По тексту можно проследить, с чего начинался общий проязык тюрков и в каких направлениях отдельно друг от друга начали развиваться современные языки Евразии. Также ученые считают, что руны, которыми написана книга, могут стать общим интернациональным языком тюркских народов. Но в целом уже буквы-то расшифрованы. То есть у нас вся вот от Тувы до Якутии все испещрено вот эти буквы одни и те же. Если что-то, значит, понятно, что якутский далеко ушел. Хотя сейчас, если медленно все это посмотреть, хан, сев. Ее можно восстановить. Этот текст, по сути дела, представляет собой систему кодов. Но так же, как книга перемен, это был текст, который учил людей кодированию и декодированию смыслов. Так вот, собственно говоря, Ирк-Битик, по сути дела, является корневым текстом для языка евразийской культуры. В Алдане состоялась гонка звезд. В ней приняли участие именитые лыжники Якутии. В числе спринтеров олимпийский чемпион Никита Крюков, рассказывает Татьяна Вахнина. Пятая гонка звезд собрала на алданской лыжне именитых спортсменов Якутии. Формат соревнования спринтерский, но интересен тем, что участников случайной жеребьевкой разбивают на пары – мужчина и юноша. И они составляют мини-команду, которая стремится прийти к финишу первой. Команда состоит из 2 человек, один мужчина и один юноша. И интрига в том, что вот кто с кем будет бежать, будет известно только вот перед стартом непосредственно. Сейчас состоится жеребьевка, и мы узнаем, с кем побежит, например, наш Никита Крюков, кто ему достанется в пару. В числе 13 соревнующихся пар пристальное внимание было приковано к той, в которой бежал олимпийский чемпион Никита Крюков. Из источников, близких к чемпиону, стало известно, что Крюков готов сделать заявление об уходе из большого спорта. Однако Никита уклончиво отвечал на этот вопрос. Ну, слухи такие ходят, да. Пока преждевременных заявлений не буду делать, а время само все рассудит. У меня был такой свободный год, скажем, затянувшийся отпуск. И за это время удалось подумать, покопаться в себе и понять вообще, чем же все-таки хочу заниматься в будущем. Гонка звезд для некоторых ее участников стала разминкой перед чемпионатом республики, который стартует уже в это воскресенье и продлится в течение всей следующей недели. В чемпионате примут участие спортсмены из районов Якутии и городов Амурской области. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Это были новости в прямом эфире. Еще больше информации на наших сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.